Привет, друзья! 13 сентября, и у нас начинается третий день нашей рыбалки. Время уже ближе к обеду. Роман, как состояние? Отличное, просто шикарно. Состояние отличное, иначе и быть не может. Настрой, самое главное, настрой идеальный. Сегодня отдохнули от души, потому что вчера от души отдохнули. Поработали, да, норму вылова мы почти поймали. Без рыбы домой уже не приедем. Это дело мы капитально отметили, по-мужски, серьезно так посидели. Душевно, да, за столом разговоры, рыбки просольные, малосольные поели. Все было вот так, чики-пуки. Ну а сейчас, сегодня выезжаем. И все-таки перед выездом решили съездить до тех мест, до которого мы так и не доехали. Нарвались на окуней, где с Романом мы лет 5 назад неплохо ловили щук. Попробовать испытать счастье по щукам. Вчера мы щучек тоже поймали, конечно, но Хочется все-таки доехать до туда, до заветного нашего места, которое, да что скрывать, Миш-яма, она всеми знаменитая Миш-яма. Поехали туда, короче, попробуем половить щуку. Поймать Да, трофейного. По слухам, в этом году поймали там щуку на 10 килограмм. Мой личный рекорд там 6 килограмм 300 грамм. Так что будем надеяться, что сегодняшний наш рекорд будет побит. Да? Будем надеяться, что рекорд наш будет побит. Если побит, я домой на щуки и поеду. Но нет, так и нет. Главное, мы на природе, главное, отдыхаем. И главное, прекрасная летняя погода, тепло. Сегодня небольшой ветерок, ни комары, ни комаров, ни мошек, ничего нету. Вот вообще вот так вот все круто. Я говорю, мы просто отдыхаем. Вчера целый день было нормально, ну, в смысле после обеда, с утра был дождь, целый день без дождя, и к вечеру гроза такой, ливень, все такое. Сейчас опять все нормально, все хорошо. Дай бог, чтобы и до вечера продержалась такая погода, а ночью пусть поливает. Все, едем, встречаемся при первой поклевке. Поехали, друзья, вперед. Газой, Роман! Все, тут мелко сейчас будет. Вот остановились на таком месте. Дамбочка. Выходит ручей весь обсохший. Если помните мои летние ролики, тут было море, океан. Сейчас здесь, конечно, воды нет. Рома кидает виброхвост. У меня вот такая блесна. Я не знаю, что за блесна, конечно. Это блесна Игоря с мушкой. Попробуем, что у нас получится. Кто из нас откроет счет. Ветер северный. Желтой у нас нет больше, да, резина? Всю съели. Всю съели резину желтую, осталась одна резина красная. Сегодня дует северяк, вчера был южный ветер. Сейчас посмотрим, что у нас принесет южный ветер. Ой, северяк. Хотя это не совсем ведь северный, тут же Печора поворот делает. Нет, здесь как раз северный. Да почему здесь волны-то постоянно есть? Ну ладно, скажем, что так. 3 поклевки, рыбы нет. Ой, 3 заброса, говорю, рыбы нет, поклевки. Надежда, конечно, на щуку. Хорошую. А у нас нет поводков. Напрочь ни одного поводка нет. Я не знаю, как мы с ними будем бороться, если пойдут щуки. Я из-за этого и не вешаю свои воблеры рабочие, потому что их просто мне жалко будет. У меня-то есть. Поводок? Ну, у меня стоит же поводок. Ну, у тебя один поводок и стоит на удочке. Больше запасных же нету. Забыл я свой чемодан со снастями на этот раз. Забыл свой спиннинг. Ну вот, едешь когда на другой лодке, так все и получается. Не клюет, друзья. Короче, включаемся при первой поклевке. Собираемся быстро-быстро. Пока нет. Пока тишина. Ни железо, ни резину. Полный игнор. Будем сплавляться. До Миш-ямы мы еще не доехали. Вот она там за поворотом. И сегодня не сносит, а сегодня мы стоим на месте, потому что ветер против течения. Давай, тащи. Включилась щучка. Окунь, вот тебе и окунь. Первую рыбу не отпускаем. Сегодня же заброса 15-го. 20-го, наверное. На, Нет, сам отцепляй. Да.
Резина. Резина сработала, красная взяла такая щучка. Вчера, кстати, первая такая же была, да? И удача поперла с первой щучки. Да. Так что рыбу эту не отпускаем, что бы нам ни говорили. Вот она, первая щучка. Есть. Маленькая, небольшая. Роман открыл счет. И мы ее не отпустим, потому что первую рыбу, друзья, не отпускают. Все-таки рыба есть. Рыба клюнула. Немного Взяла жадно. проехали вон немножко буквально. Железо пока молчит. Вчера тоже открыли счет с небольшой щучки и поперло потихонечку. Тоже. А до обеда ведь тоже вчера глушняк был полный, да, считай? Да. Потом пошло. Давай с той стороны это кустиков кидаем. Кидай. Должна еще быть. Мы так потом до ямы точно не доедем. Доедем. Вот, друзья, и дичь. Одну утку мы нашли. Вторая где-то упала в камыши. Бродили, искали, потеряли битых 1,5 часа. Ну, видать, или подранок, или она так удачно упала, что не нашли. Так что как-то вот так, бывает и так. Искали до талого. Ну, дай бог, чтобы она... Какой выжила, она ко мне упала. Просто не нашли. Ничего. Норка съест. Употели. Жаркое лето. Продолжаем кидать. Это было небольшое отвлечение на охоту. А теперь рыбалка вперед. У нас, как вы видите, одна щучка так и плавает. Вот она. Вот она, наша щучка. Если мы ничего сегодня больше не поймаем, то ее отпустим. Но мы будем надеяться, что мы поймаем. Такого не может быть. Если что, поедем на вчерашнее окуневое место и половим. А нет, уже времени нет. Ладно, покидаем, будем надеяться, что все будет хорошо. Короче, щука не берет. Решил поставить вчерашнюю снасть, вот эту тройку, красную головку с твистером, пыздрик и мушка. И дело пошло, вон сколько уже, штук 5-6 окушков выдернули. Клюет, вы не поверите, прямо в отвес вот так вот играешь, вверх-вниз, вот просто так играешь. И он хоп-хоп-хоп. Сейчас попробую показать, если, конечно, получится. Если, конечно, это у меня получится. Сначала вот так вот подтягиваешь. Они гонятся. У тебя крупная, да, Ром? Резина. Резина. Крупную блесну кидали, щука не берет, не хочет. Катушка еще так шумит. Опа, это что? Вон, не знаю, сейчас было, не было. Вот я так буквально вот 3 штуки до того, как включить камеру, вот 3 штуки вот так вот поймал. Теперь, конечно же, нет. Маленькая, но щука. Ромке клюнула щучка. Плаба зацепилась, поднимай. Мы сегодня только по щукам. По щукам, вторая щука, блин. Окунь, ты еще ни одного не поймал. Янцкадан. Да, думаю, что не клюет, мы янцкадан забыли сказать. Янцкадан. Опа, блин, я уже думал. Это что, трава или коряга? Не, трава. Вон трава. Ничего себе, трава. Вон посолка или как она. Это трава. Как уж. Еще одна. Че, где? Там прям в траве, блин. Неудобно. Не показалось. Заехали в камыши. В прошлый раз, наконец-то поймать. в прошлый раз, когда были мы с Мазаем, все это было, конечно, под водой. Мы вот там вот рыбачили. Воды было метра на 2 больше, наверное. Но сейчас еще не совсем упало. Надо, чтобы нормально все было, еще где-то метр, да, упасть. И будет видать эти. Да, и все будет красиво. Ну, Да, и да. и заводюшки, и все будет видно. Ну, если дождей не будет, она упадет, конечно. Как раз, Сашка, когда приедешь ко мне на рыбалку, все будет в шоколаде, если, конечно, не испортится погода. С такой погодой рыбачить одно удовольствие.
завтра Рома, студент, сын, опять приезжает. Завтра будем опять собирать картошку, завтра, послезавтра. Ну а на следующей неделе, если погодка, конечно, позволит, мы опять Не дразни. приедем. А то скажи, опять приеду, да? Да. Травы здесь много. Давай выйдем, Ром, на середину. Вон, здесь курья глубоко. Вот, друзья, сработал пыздрик от Сергея Башко. И поймал вот такого красавца окуня. Вообще загляденье. Камера была выключена, так как экономлю немного в режиме экономии. Все искали, думали, будут щуки. Щук мы не нашли крупных. Но зато вон сколько окушков поймали. Закинули якорь, потому что Рома сказал, что за Ивоной Блесной просто стая окуней погнала Сразу здесь. закинул, сразу и попал. Да, я закинул, вот, отпустил вертикально и последовала поклевка. Так что немного тормознемся здесь в надежде на поклевки окуня. Вот он, вот он, вот он, вот он, вижу я его. Я его, друзья, вижу. Вот он, вот он, вот он, вот он гонится. Сейчас я его Вот поймаю. он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ну все, дружище, держись. Опа, вот, 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 этот маленький. Опять же, вертикально вот так играю. И они... Блин, что я не взял зимнюю удочку-то с балансиром, а? Ничего не взял, все забыл, блин. Сейчас бы самое то было. Сейчас я попробую ему червя. Мне кажется, удочка, да, неплохо должна сработать. Я, наверное, сейчас тоже, пожалуй, достану удочку. Если сейчас Ромка поймает, сразу же достаю удочку. Давай, лови, я пока подгоню там со всей округи. Давай. Окуней сюда. Хороший окунек, да? А? Хороший этот Так они окунек. гнались О, тоже. смотри, была поклевка вроде. Да, они и гнались хорошо. Гнались все хорошие. Вот. Этот пойдет. Тут на удочке тишина. Глубину больше надо, Ромка, сделать. Да. Мелко. Оп, была поклевка. Ой, у меня поклевка. Куда ты спешишь рано? Червя большой, маленький, видимо. Ладно, пробуем еще. О, резко так. О. Хороший. Ну ты распустил леску, Она дурачок. распускается. Так поднимай, за леску поднимай, Рома. Сейчас я его так вытащу. Так ты не вытащишь, сейчас уйдет он. Уйдет, Рома. Изверг ты. Хорошо закрутил. Енцикаден. Там у тебя штопор, наверное, это. Да, заклинило немного. Так сделай. Все, уже делал. Янцкадан. Енцикаден. Все, подманили окуня крупного. Опа, есть. Вот он ушел. Сейчас бы прикормки сюда, да? Да, мне кажется. О, клюет. Клюет-то жадно, да? Смотри, хорошо. Да. Даже мелкими жадно сегодня клюет. Иди, братанов, позови. Старшего брата, да? О, только выключился. Только стоит выключиться и все. Вон. Ну что, дискотека продолжается. Вчерашняя. Вчерашняя тоже время. Вчера же тоже до обеда тишина была. Да. Все, время послеобеденное. И пошел клев. Щуку не нашли, но зато нашли окуня. Вообще место другое.
Мы от вчерашнего места около 10 километров, наверное, да, отъехали? Окунь есть везде. Вот поклевка хорошая. Хорошая поклевка. Вот он, красавец. Нравится мне такая рыбалка, друзья. Нравится. Город даже не хочется ехать. Да, плюнь ты на этот город. А я куплю в деревне дом. Ну а потом, он. Каждый заброс, Ром. Посажу картошку и овощей немножко. Баньку утром истоплю. Веничком попарюсь. И что я в этом городе большом столько лет скитаюсь, мотаюсь, болтаюсь. Город надоел уже. Опа, вот он красивый мой, вот он хороший мой Янцикаден. Самый лучший. Что, была поклевка? Сразу же. У меня, смотри, сейчас 4 заброса подряд по рыбке было. Мелкий, наверное, какой-то. Упасть поплавок не успевает. Вот это покрупнее, наверное, нормальный. У меня пустая, вот сглазил, блин. Вот похвастал и глазил. Янцикаден не сказал, и все. 4 проводки, каждая проводка. Ага, да, конечно. Оп. Вот он, хороший мой. Хороший красавец. О, замечательный, какой красивый. Яркий такой. Просто замечательный окушок. Янцикаден. Братан, я же тебе сказал, своих побольше позови. Тебе рыбу красную. Спортивная рыбалка. Один и тот же, что? Нет, это покрупнее уже. Ну вот все время, вот как только вот выключаю камеру, вот такой вот красавец у меня. Клюнул на вертикалку, вот просто ничего не делая, вот так вот возле лодки провел 2 раза. Вот. Раз, плавно отпустил, 2. Но теперь на камеру, конечно, так 2-й раз не получится, конечно. Они за тобой идут, потом в конце клюют. А, ну, может быть. Сколько раз так уж было? Только стоит выключить камеру, блин. Экономишь батарейку, думаешь, будет интересный кадр. Как вчера. Все кончилось, все. Села. И вечерний клев не успел заснять ничегошеньки. Вот. Тот же самый, да? Походу. Я уже понял, что может все равно. На лифте покататься. Да. Все равно, говорит, пацан меня выпустил, я лучше, говорит, сам отпустил. О, на этот раз пыздрик. Пыздрюнчик. Вот он. А клевал как большой. Антирекорд. Строил себя из взрослого. Опа, вот, опа, была поклевка. О, Ромки тоже. Во-во-во-во-во-во-во-во. Вот этот уже красивее. Ты. Янцикаден. Дискотека продолжается. Янцикаден, пыздрик. Сережкин пыздрик.
В нашем ведерочке уже весело. Там у них идет дискотека полным ходом. Окунь клюет. И это радует. Это не может не радовать. Вон. Сейчас я подманю. Там, наверное, просто местных ты выловился. Сейчас я с округи соберу. Сейчас. Давай отсюда. Ты сейчас туда чуть ниже кинь. Вот откуда я сейчас проводки делал. Там по-любому, наверное, стайка уже подбежала. Ты отсюда местных все, местную братву все. Вот, видишь, клюнулась, да? Да, вот видишь, я же тебе говорю. Сейчас позовем их со всей округи. Вот там вот еще мы не звали оттуда, вот там, да. Там, наверное, по-любому крупный сидит. Во-во-во-во-во. Вот, я же тебе что говорил. Вот, и смотри, у меня поклевка тоже. Я же говорю, оттуда сейчас, вон, видишь, он идет. Идет. Третий час уже. А? Третий час уже. И что? Нам до 4 можно смело рыбачить. И зачем тебе в город надо сегодня, Ромка, ехать, а? Оставайся, да, плюнь на свой город. Сегодня, завтра еще картошку надо выкупать. Сегодня в город и не поеду, и завтра не поеду. Ночью. А, то, что по светлу доехать до дома? Мне-то нет, мне надо... Короче, мне в воскресенье до обеда надо быть. Ага. Ночью поеду. Мне-то что, 2-3 часа, 5 часов, 5,5 часов и дома. А, есть поклевка, есть по-хорошенький что-то. Хорошенький мой, хорошенький. Опа. Твистер работает с красной головкой. Вот такой вот твистерок. Трррр. Ничего, нормально. Не мой. Так. Ой. Как так. Опа, у меня уже поклевка. Блин, сошел. Яйцек плещется там на центре печоры. Что, щука плещется? Да. Тут на берегу сейчас только что просто купалась, она не плескалась на самом мелкоте. Видать, язя, наверное, поймала. О, хорошенький. Красота. Погодка класс. Клев класс. Да. Наконец-то мы дождались лета. В середине сентября. Природа сошла с ума. Ну, хоть увидели, хоть немножко, и то хорошо. Почувствовали даже. Ну, да. На себе испытали. Думаю, это... Так, попробуем там покидать. Оп. Что, хорошенький? А? Опа, я куда? Я на тебя посмотрел, а сам туда закинул. Дурачина ты, простофиля. Мича. Ну и красавец. Мича. Опять на тебя засмотрелся. А? Да, затянул мушку до дна, говорю, тебя засмотрелся. Опа, смотри. Смотри, что делает, а. Только что хотел забросить. Ну ты извращенец. Ну, повтори. Когда он умудрился-то подняться, мне кажется, это снасти были все поверх. Мы точно так же. Прозевал. Я говорю, мы точно так же. Я окуня хотел сфоткать, над водой держу. Щука выпрыгнула. Блесну побольше, отпустили сразу же и взяла. Так бы, может, и не кидали бы большую блесну. Я один раз щуку тянул. Она у меня не маленькая ведь была, где-то полкилошка примерно, грамм 700 может даже. А уже с воды отрывается, за ней как акула, блин. Вторая кидается. Какой-то год
А может, с тобой и были тогда? А внизу туда, Скорее всего, да. когда не ловилось. Килограмм на 5, наверное, по-любому чушка была там. Не, а у меня тогда на грамм 500, ну, 700 так вот. Небольшой. Тащу и килограммовая на нее. Даже не зацепилась. Ну, как-то вот так. Красота. Как-то вот так, друзья, как-то вот так. Это клюет, даже мошкара не надо едать, да? Не клёве, а сказка. Вон. С водой. Ну, скоро, наверное, пол-ведерочка уже будет. Тоже так резко начало клювать. Ну. Не было. Да, вы сайку, скорее всего, нашли. Мелкий, наверное. Нормальный? Да. На ходу, что ли, хапнул? Кончились, наверное. Все, последний заброс. Если не будет поклевок, поднимаю якорь. Расплавляемся немножко. Что-то мы тормознули здесь надолго. Ну и что? Неплохо тормознулись. Вон, пол-ведерочка окуней надергали. Во-во-во-во-во-во, давай. Опа, у меня была поклевка. Так что еще разик закинем. Разик. Окуню под глазик. Берет и жадно. Забрал червя. Червя забрал. Угу. Кидай. Пол третьего уже. Опа, смотри. Настоячего. А, правильно, настоячего, у меня червяк там нацеплен. Не видно ничего. Сам червя нацепил на пузырика. У тебя настоящую и так брало без червя. Ага. Сколько этого окуня здесь? Я не знаю. Все на одном месте, да, вот все? На ходу? На ходу, да. Да. Сейчас добьем ведро и поедем. А что, вчера же забили? Что сегодня-то? Во-во-во, хорошенький, давай. Янцикадан. Ну не гуляй ты. А? Пусть еще тараку ты склен длинный. Опа. Во, сейчас оттуда я приманю стайку крупных горбачей. Стаи крупных горбачей. Братан, иди, позови своих. Подняли якорь. Выйдь туда, Ром, на середину. Сплавимся немного вдоль травы, буквально полчасика, и все. Пора домой собираться. Поиск щуки. Попытаем счастья, да, все-таки зубастую хищницу
чтобы окунь заклюет беспрерывно. Окунь клюет. Снимать одно и то же, как мы одного за одним вытаскиваем окуня. Вот его. Мы уже натаскали пол ведра как минимум. 20-литровый это около ведра. Меньше часа прошло, да? Меньше часа, да. Смысла нету показывать вам одно и то же, да и не то чтобы надоело, просто нет времени, надо ехать уже, выдвигаться в обратную дорогу. И все-таки решили проплыть вот так вот вдоль камыша по течению и покидать крупную блесну. Может, все-таки мы поймаем щучку. А что, ты здесь бы и выехал? О, у меня поклевка опять, окунь, вот такой хороший окунь. Янцкадан. Окунь есть везде. И окунь есть везде. Надо зубастую. Его здесь просто целое море. Да и он всегда и был, в принципе, просто он не хотел клевать по большой воде летом. Летним летом. Ой, зимним летом, то есть. А летней осенью он клюет. Место, конечно, красивое. Я бы жил здесь. Щука, что ли? Ни хрена себе. Янцкадан. Вот это полосатик. Вот это, друзья. Вот это, друзья, полосатик. Вот это красавчик. О, какой. О, какой. Ну, расщеперься ты. О, Янцкадан. Хапнул как взрослый. Я сначала не понял, думаю, что такое бух, удар был, промахнулся. О, у меня тоже. Все, пошла. Пошла, родимая. Тебя на крупную блесну взял? Ух ты, блин, куда я закинул-то? Прямо возле лодки, когда уже поднимал тоже. Блесна, наверное, больше его, да? Оп. Смотри, опять окуневая стайка. Давай постоим здесь, если не снесет. А? Несет. Вон они. О, смотри, вот. Опа, смотри. Да, что делаешь? Янцкадан. Янцкадан. Опа, чуть не выпрыгнул с ведра. Нашли мы стайку неплохую опять. Вон, проводка сразу же, удар. И бьет-то по-взрослому, блин. Сразу. На резину, да, ты? Нет. А чё? Тоже весна друг другая. А, у этого Игоря-то? Блин, сносит. Якорь не закинули. Сейчас несет с рыбного места. Ну и ладно. Мы найдем другое рыбное. Нет, остановились. Мотор держит. Можете постоим еще. Опа, был удар. Но не захотел. Ударил? Да, вот второй раз ударил. По лепестку, наверное, бьет. О, у меня есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, иди сюда, мой хорошенький. Янцкадан. Куда? Стоять. Вот твое место. Резина все-таки, смотри, лучше работает. Вон, видишь, опять.
сработало. Зина, Зина, ты резина. Ладно. Лови окуней. Я буду искать. О, интересно, такое будет ловиться окунь? Попробуй. Все пробуй. У меня блесна одна универсальная была. Что-то в районе двоечки, наверное, и стоило это недорого. Рублей. Опа, есть поклевка. Рублей 60 или 70, не помню. Клевало все на нее. Вот, И окунь, и язь, вот и... эта большая, которая зеленая, у меня такая чуть-чуть красными точками так у меня была. Двоечка. Я тебе говорю, клювало все от окуня, и... да все клювало, и карис, и щука. А у меня просто уже столько рыбы, а Опа, это что? Зацеп? Блин, я уже испугался. Я думал, все. Там крокодил уж. А там еще щуки покусали ее и погнули так удачно. И, видать, у нее своеобразная игра была. Потому что я когда порвал ее, купил точно такую же, а вот такого эффекта уже не было. Вот смотри, сейчас выключенной камерой вытащил 5 штук подряд. Включил камеру и все, тишина. Поехали на другой место. А? На другой, ну, не знаю. А что, это ставить здесь оставим? Пусть сами своей смертью помрут. Другим человеком. Человеком, человечищам. 3 часа уже. Ничего не говори, лучше ты промолчи. Вот так вот. Ну вот, выехали на речку вдоль камыша. Первый заброс и сразу опять же окунь. Ты, Ромка, на крупную артиллерию, да? На тяжелую, то есть? На тяжелую артиллерию? Крупная блесна? Давай, я мелочь погоняю. Посмотрим, что как будет. Хлебалка. Щука здесь есть. Щуки здесь живут просто здоровенных размеров. Она же вся в траве, надо, чтобы еще вода упала. Ну да, чтобы ее выгнал из травы. Еще метр хотя бы и все, будет в шоколаде. Когда хоть видишь, где вести, там, на траву выходит, сбоку травы стоит. Ставлю зелененькую пятерочку. Даже на пятерку берет. На все 3 крючка еще. Что, хороший окунь? Янцикадан. Янцикадан. Потихоньку ведро-то точно, наверное, уже, если маленькое было бы полное, да? Рыба не клюет. Не, совсем не клюет. Аж на пятерку уже берет окунь. Видимо, проголодался за лето. Я тоже решил железку покидать. Хочется поймать трофейную щуку. Окуня мы поймали. Все-таки можно ловить. бесконечно. О, видишь, гонится. Смотри. Даже, я говорю, какой-то... О! Че? Зацеп? Зацеп. О, главное. О! Не, резко, тогда тормозит, трава-то обычно потихонечку. Сразу резко. О, ударчик последовал. Это мы как-то с Иваном Миксаром рыбачили тоже. Я якорь закинул, нашел стайку хороших окуней и тягаю на удочку. Он спиннинг кидает. Геннадий, я зацепился. Говорю, Вань, давай подожди, кинь удочку, потом это, говорю, сейчас покидаю. И сам, говорю, возьми удочку, тоже покидаем. Давай эту стайку, говорю, выловим, потом подойдем, говорю, отцепим твой отцеп. Ну, зацеп твой отцепим. Ну, хорошо, давай. Начал искать удочку, чтобы окуня. Смотрим, наш зацеп. И пошел. Вот тебе и зацеп. Это что было?
зацеп. Он такой: якорь! Подымай якорь! И он выматывает картошку полностью. А он просто с такой скоростью, этот зацеп пошел резко в сторону, блин. Я не знаю, что там была, что за рыбина. Или щука здоровая, или там что-то семга, или что. Я не знаю, что было. Потому что с воды мы так ее не видели. Она до конца вымотала леску. Закончилась леска. Пока якорь поднимал, он, короче, порвал эту леску. Мату было, я думал, Иван меня утопит. Я ж тебе сказал. Ну что, не наша, значит. Как не наша? Она же наша была. Бывает и такое. Тоже хочу, чтобы баба... О, плещется что-то. Да вот и что, мы сейчас еще полчасика покидаем. Не бабам, так уже и поедем. Что, друзья, я, наверное, буду пока выключаться. Сделаю включение. Потом, когда будем подводить итоги, потому что таскать, как я таскаю окуней, смотреть одно и то же будет мало интересного. Ну или будет, если поклевка щуки, тоже покажем. А пока заряду остается мало. Рекламная пауза. Да, Роман? Или домой поедем скоро? Домой скоро поедем? Скоро, да. Покидаем и поедем. Чтобы не темнотели. Все, друзья, опять темнеет. Снимать особо было нечего больше. Улов вот за 2 дня литров 20-30, наверное, поймали рыбы мы, конечно. Обратите внимание, весь мусор, что мы намусорили, везем обратно домой. Везем с собой, чтобы закинуть в мусорный контейнер. Советую всем делать так же, и наша земля, наша природа будет чистой. Весь мусор, который вы намусорили, везите с собой. Все готово. Рыбалка удалась. Отдохнули вот так. Все четко. Да, Роман? Вообще. Всем понравилось. Все. Едем домой с рыбой, отдохнувшие. Вот с таким настроением, с огромными впечатлениями. Сейчас, можно сказать честно, порыбачили. Не поймали мы, конечно, больших щук, но в следующий раз поймаем. Зато мы поймали окуней, несколько щучек. Все нормально. Едем с рыбой, едем отдохнувшие, едем довольны. Ну и всем пока и до встречи на реке. В следующий раз будет обязательно что-нибудь интереснее. В следующий раз мы увидимся уже, наверное, в другой компании. Роман, наверное, уже поедет в Сыктывкар. Ну, или я один, или с кем-то, но все равно мы встретимся на канале. Смотрим канал Коми Рыбак. И там все будет интересно. Всем пока, друзья. До следующей рыбалки. Друзья, доброго утра. Под занавес этого ролика я уже в Троицке. Вчера вечером я приехал, рыбки почистили, все сделали, все красиво, все хорошо. Под занавес этого ролика хочу показать вам все. Я не просто загрузил в лодку наш мусор, который мы собрали в деревне на рыбалке. Я привез на лодке со Скаляпа его с деревни. Вот, все привез. С лодки выгрузили в машину, все привез. И теперь это благополучно отправляется туда, где он и должен лежать. А не в кустах, не плыть по реке. Делайте все так, любители природы. И будет красиво. Почему я так сказал, любители природы? Потому что некоторые гремят во все колокола. Вот мы любим природу, мы уважаем, мы чистим, а сами делают то же самое. Срут, где живут, там и срут. Мусор, бутылки, банки. Короче, срач везде. Элементарно взять, убрать за собой мусор и отнести в мусорку. Ничего тяжелого нету. Ну а мы сегодня отправляемся в нашу родную деревню. И сегодняшний день, сегодня суббота, будет посвящен уборке картофеля. Завтрашний тоже.
А потом, я надеюсь, будет чомор. Мы это дело обязательно отметим. И вперед на речку, вперед в лес. Все будет. Ну а теперь точно до свидания, друзья. Вот такая вот получилась у нас рыбалка. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.